«Белый пароход». Фильм Болота Шамшиева 1975 года, являющийся по сути визитной карточкой феномена кыргызского чуда. Перед авторами стоял ряд непростых задач, как экранизировать такое сложное произведение на добрую половину состоящее из ярких фантазий мальчика, легенд и сказаний о событиях прошлого, в которых, на секундочку, нужно показать говорящую олениху, при всем при этом не упустив никаких важных сценарных штрихов оригинала. Прошло ровно 50 лет со дня выхода киноленты, но нас не покидает печальная мысль, что во многих кыргызских семьях до сих пор мало что изменилось. Те же насилие, беспросветчина и кризис духовно-нравственных ценностей. Оказалось ли пророческим произведение Чингиза Айтматова? Какие мысли автора остаются актуальными по сей день и простит ли нас когда-нибудь мать-олениха? Если в предыдущем видеоэссе о картине «Первый учитель» большая часть нашего разбора была сконцентрирована на сравнении книги и фильма, то сегодня нам это не понадобится, поскольку экранизация практически полностью соответствует оригиналу. Чингиз Төрекулович, работая над сценарием фильма на пару с Болотом Төленовичем, смогли сохранить основные мысли повести, изменив лишь несколько деталей, добавив больше экранного времени одним персонажам и оставив без внимания пару других. Вероятно, многие зрители помнят, что «Белый пароход» — это история о том, как маленький впечатлительный мальчик все больше уходит в созданный им воображаемый мир от бесконечного насилия, свидетелем которого становится, и в финале, не в силах смириться с окружающей его несправедливостью, бросается в озеро и погибает. Для анализа работы нам нужно вспомнить детали истории, поэтому давайте кратко пройдемся по сценарию киноленты, лишь изредка подмечая отличия с оригиналом. На кордоне в заповедном лесу живут 7-летний мальчик Нургазы и 6 взрослых, егерь Орускул и его жена Бекей, приходящаяся мальчику родной тетей, дед мальчика Мумун и сварливая бабка Карыс, а также семья лесников Сейдахмат с женой Гульджамал. Мальчик растет свободным ребенком. До него, кроме деда Мумуна, помощника егеря, никому нет дела, и с утра до ночи он пропадает на улице, самостоятельно познавая окружающий мир. У Нургазы немного радостей в жизни. Он любит брать бинокль и взбираться на Караульную гору, с вершины которой хорошо виднеется озеро Исыкуль, и за неимением реальных друзей создает себе воображаемых, раздавая имена и общаясь с камнями в округе, облаками, биноклем и подаренным дедом портфелем. Ты уж не сердись, что я не с тобой. Бабушка на меня заругалась. Однако мальчик взбирается на гору не для того, чтобы полюбоваться окрестностями. Он ожидает появления белого парохода, показывающегося время от времени на волнах озера. Мальчик не помнит родителей и, зная лишь то, что его отец был матросом, решает, что он служит на этом корабле. Белый пароход! Здравствуй! Нургазы часто представляет, как превращается в рыбу и плывет навстречу белому пароходу. Тогда превратились бы мы с тобой в рыб и поплыли б к озеру. Вот было бы здорово, все бы так удивились. Окружающие мальчика взрослые никак не способствуют нормальному развитию детской психики, каждый занятый своими собственными проблемами, кроме деда Мумуна, по сути, единственного из проживающих на кордоне, кто любит мальчика. Родная тетя мальчика Бекей обременена домашними хлопотами и живет в условиях насилия со стороны мужа Орускула. Старуха Карыс только и делает, что отчитывает его, постоянно акцентируя внимание на том, что он ей не родной внук, и ей нет до него дела, а семье лесников, разумеется, и подавно. Хоть образы Сейдахмата и Гульджамал немного переделаны в фильме, в книге он безропотный рабочий, здесь же отлынивает от работы с гитарой в руках. Гульджамал в книге практически не упоминается, в фильме же она союзница Нургазы и немного скрашивает его будни, но в целом всем взрослым безразлична судьба мальчика, кроме родного деда. Он покупает ему портфель, желая, чтобы мальчик получил образование. Вопреки всем, ежедневно возит его в школу, защищает его и часто рассказывает ему сказки и древние предания кыргызского народа. На одну из таких сказок Айтматов обращает особое внимание. По преданию, в далеком прошлом одно кыргызское племя постоянно воевало с другими племенами, и во время похорон их старого вождя на них, безоружных, напали враги и перебили всех кыргызов, несмотря на то, что обычаями запрещалось нападать во время проведения похорон. Двум детям, мальчику и девочке, удалось чудом спастись. Узнав об этом, хан приказал одной старухе отвезти детей в тайгу и прикончить их. Старуха не смела ослушаться и повела плачущих детей к воде, чтобы утопить.
В этот миг перед ними появилась олениха и попросила старуху отдать ей детей. «А ты хорошенько подумала, мать олениха», – засмеялась рябая хромая старуха. «Ведь они дети человеческие, они вырастут и будут убивать твоих оленят». «Когда они вырастут, они не станут убивать моих оленят», – отвечала ей матка Моралья. «Я им буду матерью, а они моими детьми. Разве станут они убивать своих братьев и сестер?» «Ох, не скажи, мать олениха, не знаешь ты людей», – качала головой рябая хромая старуха. «Не то что лесных зверей, они и друг друга не жалеют». Рогатая мать олениха заботилась о них, а когда повзрослевшие мальчик и девочка стали мужем и женой, она помогла им с их детьми. Своего первенца они назвали в честь оленихи – Бугубаем. Прошло много лет, и их потомки из одноименного племени Бугу, в переводе «олень» или «морал», возобновили охоту на прекрасных белых моралов, которых раньше так почитали. Мать олениха с разбитым сердцем покинула эти места, пообещав никогда не возвращаться. Дед Мамун по ходу повествования неоднократно рассказывает мальчику и читателям, зрителям, почему важно беречь экологию, почитать священных животных и расстраивается при вырубке каждой реликтовой сосны в заповеднике, явившихся объектом браконьерского промысла в 20 веке. Он приходит в восторг, узнав о возвращении моралов в заповедник, дрожащим голосом рассказывает эту весть мальчику, который также осознает важность этого, выросший на историях, рассказанных дедом Мамуном. Но возвращение моралов не привело ни к чему хорошему. В этих местах все еще орудует зло и несправедливость в лице людей вроде Орусхула. Главный антагонист истории егерь Орусхул – это начальник кордона, властолюбивый, злой, жестокий мужчина, собирательный образ всего нехорошего, что только можно найти в народе. Он ежедневно избивает свою жену Бекей на глазах у ее отца, обвиняя ее в том, что она не может родить ему наследника, пользуясь своей властью, вымещает всю злобу и внутренние комплексы на всех окружающих. Орусхул засопел и всхлипнул. Жалость и злоба душили его. Жалко ему было, что жизнь пройдет без следа, и разгоралась в нем злоба к бесплодной жене. За что такое наказание? Столько лет жена порожняя ходит. Ну погоди, баба, ты у меня сегодня повоишь. Айтматов лишает Орусхула каких-либо положительных качеств, он зло во плоти. Беспощадный, расчетливый тиран, а это его маленькое государство. Чтобы компенсировать то, что в книге все-таки образ Орусхула демонизирован до такой степени, что даже добрый мальчик чуть ли не желает ему смерти, а в фильме этого меньше, авторами добавлена еще одна сцена, в которой он пытается бессовестно ухаживать за Гульджамал, молодой женой своего подсобного рабочего Сейдахмата. Гульджамал! Садись ближе. Ну-ка, мать, сдвинься. Садись. Ты нам сейчас будешь петь. Орусхул не приемлет неповиновения, и когда дед Мамун, не успевая забрать Нургазы из школы, разворачивается и уезжает, ослушавшись его, он мстит ему самым подлым образом, напоив его водкой и пригрозив увольнением, заставляет его застрелить самку морала. Психика мальчика, увидевшего беспробудно пьяного деда и убитого оленя, не выдерживает. Отец, мне с ними плохо. Ты слышишь меня? Больше я не хочу здесь оставаться. Я хочу к тебе. Я поплыву к тебе рыбой. Произнеся, что он уйдет, станет рыбой и будет плавать, мальчик погружается в воду и, скорее всего, погибает. Конечно, мы не узнали того, стал ли он рыбкой и доплыл ли до белого парохода, но учитывая то, насколько произведение тяжелое, вряд ли его жанр – это фантасмагория, а не тяжелая социальная драма. «Белый пароход» должно быть одна из самых тяжелых работ Айтматова. В принципе, то, что его главные герои – это часто дети, конечно, не в новинку. Вспомнить того же Султан Мурата из «Ранних журавлей». Но здесь речь идет о 7-летнем ребенке, о том, как добрый, умный, чуткий мальчик погибает, очутившись в эпицентре насилия, что не может не вызывать чувство ужаса. Интересна стилистическая особенность Айтматова, когда каждая отдельная социальная проблема не является основной идеей работы, а в рамках концептуального сеттинга имеет больше эпизодический характер. Складывается ощущение, что его история – это совокупность личных трагедий людей, что в масштабе превращается в национальную трагедию, через которую проходят тысячи семей. В «Лицом к лицу» мы видим, как Исмаил постепенно теряет человеческий облик, а декорациями картины являются проблемы людей с инвалидностью в лице Мырзакула или женщина, у которой украли последнюю скотину.
В «Белом пароходе» же это и проблема браконьерства, и домашнее насилие, и отсутствие возможности у всех персонажей истории обрести финансовую независимость, и алкоголизм, ну и, конечно же, проблема детей, выросших в неполных семьях. Работу можно анализировать с призмы кардинально различающихся подходов, ведь часть людей считает, что в финале истории все-таки есть что-то положительное. Нургазе – чистый, невинный ребенок, который является неким олицетворением добра, которое сразилось со злом по мере своих возможностей. Внутренний протест мальчика против насилия не смог найти отклика в окружающих его людях, и потому он отказался взаимодействовать со злодеями и погрязнуть в мире полном равнодушия и жестокости, и был вынужден покинуть его. Я, как минимум, не ступил на территорию зла и остался самим собой. Тоже некий достойный моральный выбор. Тем более он не совершает самоубийство в классическом понимании этого слова, а просто наивно верит, что обратится в рыбу и сможет доплыть до белого парохода, ставшего неким символом светлого будущего. В этой интерпретации мир, к сожалению, неисправим, но ребенок остался чистым и невинным, и его душа не подверглась влиянию зла. Другая же часть людей, включая и нас, считает, что в картине зло победило, и нет ничего положительного в том, что ребенок ушел из жизни и сохранил свою, так сказать, чистоту. Айтматов, по нашему мнению, жестко критикует эту неправильную действительность вокруг, в которой дед Момун не может помочь своей дочери, ежедневно побиваемую мужем на его глазах. Куда ты? Не лезь, сами разберутся. Так ведь она же дочка моя. Дочка. Чего с твоей дочкой не будет? Лучше меня ударь. Пусть я от твоей злости пострадаю. Ну бей меня! Раскол, прошу тебя! Убирайся! Точно так же и современные методы борьбы с домашним насилием не работают. Часто родственники, которых действительно заботит жизнь пострадавшей, находятся в экономической зависимости от агрессора, как и сама жертва. Общество часто принимает сторону насильника. Хой, уят, элемнедейт. Потому многие принимаемые законы, направленные на защиту женщин, и не работают. Если бороться с насилием не системно, а для галочки, охранные ордера и подобные нововведения совершенно неэффективны. Вспомнить хотя бы тот случай, когда бывший муж Асель Ногойбаевой написывал ей письма из тюрьмы с угрозами, что звучит, конечно, максимально сюрреалистично. Или давайте обратимся к статистике Нацстаткома, в которой увидим, что в 2023 году 7106 женщин обратились в кризисные центры, суды аксакалов и другие спецучреждения по проблемам семейного насилия. Всего же было зарегистрировано 13 104 случая семейного насилия. Все ссылки на исследования будут приложены в описании к ролику. То есть речь идет о цифре в 13 тысяч, но если мы обратимся к данным из кластерного обследования 2023 года, то обнаружим, что 19,5% женщин, а это в районе 600 тысяч, считают, что муж вообще-то вправе бить свою жену по указанным на экране причинам. Мы очень хотели бы, чтобы вы здесь на секунду остановились и осознали это. В Кыргызстане, в котором мы с вами живем, 7% женщин считает, что если жена возражает мужу, то он имеет право ее избить, а 4% если у нее пригорела еда. Но наиболее показательными являются результаты исследования в рамках инициативы «Луч света», дающая цифру в почти 40% мужчин и женщин, которые считают, что, цитата, «бывают моменты, когда женщина заслуживает того, чтобы ее побили». Учитывая, что в обществе придерживаются такой позиции и, вероятно, действительно позволяют мужчинам поднимать руку на женщин с такой частотой, официальная статистика во всего лишь 13 тысяч случаев семейного насилия кажется, мягко говоря, спорной. Боимся, что речь идет о сотнях тысяч случаев. Если вам кажется, что продемонстрированные цифры имеют мало отношения к книге и фильму «Белый пароход», то мы считаем, что напротив, что может быть более наглядным, чем то, что за полвека, за 55 лет с момента выхода книги по факту мало что изменилось, проблемы насилия в обществе имеют те же масштабы. Что, как ни это, свидетельствует о том, что зло, к сожалению, пророчески побеждает, и нам нужно, как обществу, приложить беспрецедентные коллективные усилия по искоренению зла. Давайте взглянем на пару цитат из книги /фильма, чтобы убедиться в том, что эти социальные проблемы прошли проверку временем, как бы грустно это ни звучало. Старика Момуна, которого многомудрые люди прозвали расторопным Момуном, знали все в округе, и он знал всех. Прозвище такое Момун заслужил неизменной приветливостью ко всем, кого он хоть мало-мальски знал, своей готовностью всегда что-то сделать для любого, любому услужить. И однако усердие его никем не ценилось. Как не ценилось бы золото, если бы вдруг его стали раздавать бесплатно. Чистота сердца и готовность услужить людям, как тогда мало ценилась, так часто не ценится и сегодня, как золото, начни кто-то раздавать его бесплатно. Бабка Карыс говорит деду Момуну следующие слова.
Если у человека отбирают жалование, он уже не человек, он никто, иллюстрируя тем самым проблему стоимости современных людей. Твоя ценность измеряется атрибутами успеха вроде размера зарплаты, наличия недвижимости, а не чистотой помыслов и нравственных ориентиров. Унесет в реку, пусть пеняет на себя, пальцем не шевельну, больно нужен. Отец, мать бросили, а с меня других забот хватит, сил моих нет. Проблема детей, выросших без родителей или в неполных семьях, отраженная в данной цитате бабки Харыс, до сих пор мы полагаем актуальна как никогда. До чужих детей никому нет дела. По результатам национального обследования 2016 года, опять же, все ссылки на исследования будут приложены в описании к ролику. Так вот, по данным обследования, 79% женщин и 81% мужчин согласны с тем, что только семьи с детьми могут считаться полноценными. То есть, как Орозкул 55 лет назад грустил об отсутствии у него детей, так и по сей день 4 из 5 кыргызстанцев согласны с тем, что семья без детей по сути неполноценна. Эх, тетка Бекей, сколько раз избивал ее муж до полусмерти, а она все прощает ему, и дед Мумун тоже прощает ему всегда. А зачем прощать? Не надо прощать таким людям. Он негодный, скверный человек, не нужен он здесь, и без него обойдемся. Да и если взглянуть на то, сколько заявлений отзывается и сколько уголовных дел по семейному насилию не доводится до конца из-за давления общества, например, 58% женщин и 62% мужчин согласны с тем, что женщина должна пожертвовать всем для сохранения семьи, что по сути включает в себя простить насильника, то определенно снимаются вопросы по актуальности идей из данной повести. Таким образом, «Белый пароход» — это, к сожалению, довольно пророческая работа, которая предсказала, что общество по сей день, как минимум статистически, не победило зло. И оно разгуливает по улицам в обличии пьяного Орозкула, побиваемый мужем, но продолжающий покупать ему водку Бекей, не имеющего возможности никого спасти, доброго, но беспомощного деда Мумуна, который смирился с происходящим вокруг, и в центре всего этого несчастный 7-летний мальчик с биноклем, отчаянно вглядывающийся вдаль в ожидании светлого будущего, в лице вернувшейся и простившей нас матери-оленихи, белого парохода или хотя бы помощи от сердобольного хорошего парня Кулубека. А старик плакал за дверью, и во дворе снова бушевал пьяный Орозкул, отчаянно вопила тетка Бекей, умоляли, уговаривали их голоса Гульджамал и бабки. Мальчик ушел от них в свой воображаемый мир. Поддержите нас, поставив лайк, подписавшись на наш канал и рассказав о нас друзьям. Любите кыргызское кино. А с вами была редакция Evidence. Увидимся в следующих выпусках. Я поплыву к тебе, рыбы.